В аптечках многих есть такие лекарства, как карвалол и волокордин. Многие применяют их от боли в сердце и как успокаивающие. Но мало кому известно, что на самом деле они опасны для здоровья и вызывают привыкание. В состав этих седативных средств, которыми особенно любят увлекаться старшее поколение, входит фенобарбитал, мята, валериана, экстракт шишек хмеля. И ни одна из составляющих частей волокордина или карвалола никак не способствует и не помогает сердцу, а только снимает тревожность и погружает в приятный для пожилых людей сон. Из-за этого эффекта волокордин или его отечественный аналог карвалол многие пьют годами, даже не догадываясь о том, что стали уже зависимыми от этих средств. А еще волокордин маскирует симптомы заболеваний сердца, и поэтому это только смазывает картину, и лечить становится еще труднее. Прием успокаивающего карвалола на постоянной основе приводит еще и к отравлению бромом. В надежде снять страх и тревожность, получается, можно получить поражение печени, болезни легких, а также изменение психики. Достаточно длительное применение существенно влияет на когнитивные способности человека, на память, на интеллект, и, к сожалению, это необратимо, если принимать большие дозы постоянно и достаточно долгое время. Он запрещен в США, в Объединенных Арабских Эмиратах, Италии, Германии, Великобритании, в Литве, Польше, Финляндии, Швеции, Норвегии. Поэтому нужно делать выводы, и даже при путешествиях в эти страны следует знать, что в случае выявления на таможне у вас этой чудодейственной бутылочки, вы рискуете попасть за решетку за перевозку запрещенных психотропных средств. Имейте в виду. В последнее время и у нас начали вести в аптеках количественный учет этого средства и отпускать исключительно по рецепту. Но и это не спасает ситуацию. Почему? Потому что по скорой помощи попадают пациенты с отравлениями барбитуратами, в основном это карвалолом.